Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я перевожу для вас официальные новости простым, понятным языком. На факультете электротехники профессор жестоко избил русскоговорящего студента. По неофициальной информации, молодой человек переехал в Словению из Украины вместе со своей матерью. Профессор увидел этого студента впервые. Первое занятие молодой человек пропустил из-за спортивных сборов, а на второе занятие опоздал. Профессор был в гневе, накричал на студента. Но добрые сокурсники посоветовали молодому человеку после лекции пойти в кабинет профессора и тет-а-тет попросить прощения, что молодой человек и сделал. Но в кабинете у профессора за закрытыми дверьми что-то пошло не так. Профессор взбесился и начал наносить удары по голове и лицу студента. Молодой человек еще недостаточно хорошо знает славянского языка и не понял, что конкретно предъявлял ему профессор. Парень был шокирован. Ему понадобилась медицинская помощь. В итоге в университет вызвали полицию, а избитого парня доставили в больницу. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства происшедшего, а мать студента призывает свидетелей выйти на связь и помочь расследованию. Знаю не понаслышке, как ведутся подобные дела в Словении. Судебное разбирательство может затягиваться и продлиться не один год. По неофициальной информации, профессор является местным чиновником, а в Словении очень распространено кумовство. Советую пострадавшей стороне найти хорошего адвоката. Но, к сожалению, услуги адвокатов в Словении стоят недешево. Если вы Соня, забудьте про учебу в Словении ради вашего здоровья. А если вы не Соня и все-таки планируете переезжать в Словению, и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, пишите в личку моего телеграма. В маленьком словенском городке Дивача на границе с Италией произошла попытка похищения ребенка. Ученик 4 класса отправился гулять с собачкой. На прогулке к нему подошли 3 мужчин в масках и попытались затолкать в фургон. Каким-то образом мальчику удалось вырваться и убежать. Полиция проверила место происшествия, камеры видеонаблюдений и опросила возможных свидетелей. Однако пока не найдено никаких следов преступления. Расследование продолжается. Каким образом 10-летнему мальчику удалось отбиться от 3 похитителей, остается неизвестным. То ли ему помогла отбиться собака, или у мальчика просто богатая фантазия. В любом случае, такие новости всегда вызывают тревогу у родителей и обязательно должны быть расследованы. В Словении, наконец, задержали серийного саботажника. Им оказался 34-летний гражданин Словении. За год мужчина совершил 8 атак на железнодорожные пути и технические устройства, нанеся ущерб более чем на 400 тысяч евро. В одной из его диверсий ему даже удалось пустить под откос пассажирский поезд. И слава богу, просто чудом никто не пострадал. Сейчас нарушитель находится под домашним арестом, и ему грозит до 3 лет тюрьмы. Мотивы этого человека остаются неясными. Возможно, у него есть какие-либо психические отклонения, и он считает себя партизаном, борющимся с фашистскими захватчиками. Звезда NBA, словенский баскетболист Люка Дончич, оказался в центре семейного скандала. Он делится своей бывшей 2 маленьких дочерей. Люка Дончич прожил со словенской моделью Анной Марией Голтес более 10 лет, и у них есть 2 общие дочери. Люка утверждает, что дочери являются самым ценным активом в его жизни, и решил их поделить, забрав старшую дочь с собой в Америку. Узнав о таком решении, Анна-Мария срочно позвонила в полицию. Сейчас идут судебные разбирательства. Напряжение между бывшими растет. Анна-Мария даже удалила все совместные фотографии с Люкой Дончичем из Инстаграма. Журналисты обсуждают причину расставания и заподозрили Люку Дончича в симпатии к сербской певице Бресковице. Сама певица эти слухи отвергает. В ее инстаграме, кстати, нет совместных фото с Люкой Дончичем. Но, возможно, это только пока. Журналисты рассказывают об отличной бизнес-идее.
Amazon. От простых продаж до невероятной прибыли. Словенец Жан Некреп стал одним из тех, кто зарабатывает через интернет огромные деньги. Порядка 100 тысяч евро в месяц благодаря продажам на платформе Amazon. Звучит просто невероятно, но Жан рассказывает свою историю успеха. Жан начал с простой идеи – продавать товары на Amazon через систему Amazon FBA, когда Amazon берет на себя хранение, упаковку и доставку, а продавец занимается только поиском прибыльных товаров. Лично мне не верится в историю такого успеха. Знаю нескольких людей, которые занимаются продажами через Amazon, и они даже близко не приблизились к какой-то значительной сумме. Обычно выигрывает только Amazon. В Словении неожиданно развивается новое направление туризма – топливный туризм. Из-за СВО на Ближнем Востоке по всей Европе поднялись цены на топливо. В Словении цены поднялись незначительно, но в соседних странах, в Австрии и Италии, цены значительно подскочили. Накануне повышения цен на автозаправках образовались очереди. Водители спешили заправить машины и делали запасы топлива в канистры. Сейчас в Словении бензин стоит 1 евро 47 центов за литр, а для примера в соседней Италии более 2 евро. Австрийцы и итальянцы ринулись заправляться в Словению. Сейчас бы стал актуальным автомобиль с двойным баком. Из-за такого ажиотажа на некоторых автозаправках закончилось топливо. Экономисты предупреждают, повышение цен на топливо в конечном итоге приведет к повышению цен в магазинах. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет малооблачно. Небольшой дождь. Температура воздуха от +5 до +10. Спасибо, Алиса. Без проблем. Помогать вам мне в удовольствие. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!